На фоне новостей о скандальном золотом парашюте нашего бывшего президента мне вдруг вспомнилось о том, что Риги Когу в этом году поднял ежемесячное пособие по бедности до 130 евро. Конечно, эту сумму не сравнить с пенсией нашего бывшего президента Томаса Хендрика Ильвеса. А это, минуточку, 1000 евро на микроавтобус с водителем, 4000 евро государственной пенсии, 30 тысяч евро за неиспользованный отпуск, разовое пособие по увольнению в 60 тысяч евро и 170 тысяч на ремонт любимого хутора. Ну и мое любимое, неограниченная законом сумма на содержание его недвижимости и на представительские расходы в разумных пределах. Обычный гражданин, долгое время оставшийся без работы, о такой пенсии может лишь только мечтать, ведь 130 евро ему придется растянуть на целый месяц, питаясь приблизительно по 4 евро 30 центов в день. Социальный медиаканал Мульгикапс СТВ решил провести эксперимент, установить истину, можно ли питаться на пособие по бедности и не умереть с голоду. Прежде чем приступить к эксперименту, давайте спросим у обычных людей, смогли бы они прожить на пособие по бедности? Как вы считаете, можно прожить на пособие по бедности 130 евро? Я считаю, что нет. А почему? Коммунальные платежи высокие, цены тоже высокие. А если эти деньги тратить только на еду? А этого все равно не хватит. Нет, я думаю, что нет. Ну, правда, это зависит от того, как вы привыкли питаться. Ну, Но мне кажется, на первый взгляд, навскидку это невозможно. спасибо вам Я большое. думаю, что, конечно, нет. А почему? Ну, не знаю, потому что продукты у нас как бы не дешевые. Скажите, как вы считаете, можно прожить на пособие по бедности в 130 евро целый месяц, если тратить его только на еду? По-моему, очевидно, что нет. А почему вы так считаете? Ну, квартплату взять. Нет, только на еду, если вы его тратите. Ну, смотря сколько человек, опять же, в семье. Ну, на человека, мне кажется, нереально. Конечно, нет. Почему вы так считаете? Потому что человеку нужны витамины, ему нужны белки, ему нужны жиры. А все это на сегодняшний день купить 130 евро в месяц – это нереально. Здравствуйте, как вы считаете, можно ли прожить на пособие по бедности в 130 евро, если тратить его только на еду? Нет, невозможно. В день выходит или 3 евро, или 5. Вот считайте сами, можно прожить на эти деньги? Нет. Почему вы так считаете? Ну, потому что невозможно. Как вы считаете, можно ли прожить на пособие по бедности в 130 евро ежемесячно, если тратить его только на еду? Абсолютно, я против. И я вообще даже не представляю, как у нас пенсионеры живут. А вы не могли бы обосновать свой ответ? Почему нельзя все это? Ну, во-первых, этих денег просто не хватает. Ну, у нас только на питание. Сейчас 50 евро, это просто сходить на первое, второе купить и все. Вот что думают некоторые храбрые жители нашей страны об эстонском пособии по бедности. Но прежде чем мы приступим к эксперименту, давайте определимся с его основными условиями. При покупке продуктов мы будем исходить из следующих условий. Дневной рацион должен состоять из завтрака, обеда и ужина. Энергетическая ценность всего рациона должна быть не менее 2250 килокалорий. Еда по возможности должна быть не только питательной, но и здоровой. При покупке можно пользоваться имеющимися в магазине скидками и дисконтными картами без накопленных бонусов, а также уцененными товарами с пометкой «Лучше до». Закупаться будем в следующих торговых сетях: Максима, Гросси, Рими, Комаркет, Консум, Сильвер, Призма. С условиями мы определились. Теперь посмотрим, в каких торговых сетях можно затовариться повыгоднее и останутся ли еще деньги. Начать мы решили с магазина «Максима», который считается одним из самых дешевых. В магазине «Максима» нам удалось купить 13 продуктов. Апельсин, банку консервированного тунца в своем соку, пасту пенне из муки высшего сорта, булочку, творог рикотта, томат, лук, банан, морковь, яблоко, картофель, развесной свиной фарш, 6 яиц. Всего мы потратили 4 евро 90 центов, а еды вышло примерно на 4156 калорий. Считается, что магазины семьи Олега Гросса по дешевизне не уступают магазинам «Максима». Так ли это, проверим на собственном опыте.
Удивительно, но в магазине Гросси уже второй день не было бананов, и нам пришлось заменить их грушей. Расфасованного фарша тоже не было, и нам пришлось брать развесной с 20% содержанием сои. Однако и здесь нам удалось купить 13 продуктов. Десяток яиц, макароны из муки высшего сорта, картофель, томат, мясной фарш из говядины, свинины и сои, пеклеванный подовый хлеб, творог рикотта, консервированная скумбрия в своем соку, апельсин, груша, морковь, лук, яблоко. Всего мы потратили 4 евро и 15 центов. Общая пищевая ценность почти 5000 килокалорий. Займемся теперь магазином Риме. В Риме нам сэкономить много не удалось, и от апельсина пришлось отказаться. В итоге в нашей корзине было только 12 продуктов. Десяток яиц размера S, греческий йогурт, консервированная селедка в томатном соусе, свиной фарш развесной, яблоко, лук, томат, морковь, банан, макароны из темной муки, картофель, булочка с семенами. Мы потратили всю сумму полностью и купили еды примерно на 4500 килокалорий. Теперь очередь за Ко-маркетом. Посмотрим, чем нас порадует эта торговая сеть. Из-за своих небольших размеров и ограниченного выбора нам пришлось поломать голову, чтобы уложиться в необходимую сумму. К сожалению, нам пришлось снизить требования к качеству продуктов, и если бы не мясной фарш с истекающим сроком годности, мы бы остались вообще без мяса. Как и время, нам удалось купить только 12 продуктов. Белая булка, макароны из муки высшего сорта, свиной фарш, десяток яиц, творог рикотта, консервированный тунец в своем соку, морковь, банан, картофель, яблоко, томат, лук. Всего мы потратили 4 евро и 20 центов, закупив еды примерно на 5000 килокалорий. Следующим номером в нашем списке идет торговая сеть Консум. Консум порадовал нас тем, что нам удалось купить 13 продуктов. Булочку, апельсин, десяток яиц, макароны из муки высшего сорта, консервированные рыбные фрикадельки в томатном соусе, лук, томат, яблоко, банан, морковь, картофель, творог рикотта, свиной фарш развесной. Всего мы потратили 4 евро и 26 центов. Общая калорийность еды составила примерно 4000 килокалорий. Сеть магазинов Сельвер считается одной из самых дорогих, и по слухам там любят затариваться богатые люди. Насколько слухи оправданы, проверим на личном опыте. Сельвер не преподнес нам сюрпризов и действительно оказался не самым дешевым магазином, в котором нам удалось купить только 11 продуктов. И если бы не доброта неизвестного продавца, сделавшего нам скидку на куриные ребрышки в красном соусе, мы бы остались вообще без мяса. Итак, вот что мы купили. Макароны из муки высшего сорта, лук, картофель, десяток яиц, томат, греческий йогурт, консервированный тунец в своем соку, куриные бедрышки в красном соусе, морковь, яблоко, банан. Мы потратили все деньги без остатка и купили еды на 4000 килокалорий. Стоит заметить, однако, что труд неизвестного продавца пропал даром, ведь куриные бедрышки не дожили до холодильника и за короткое время протухли в дороге, оставив нас без мясного меню. Ну и последняя в нашем списке торговая сеть Призма. Посмотрим, чем порадует наши желудки эта торговая сеть. Несмотря на то, что магазин Призма, в который мы зашли, обладал маленьким мясным отделом и развесного фарша там не оказалось, нам удалось выкрутиться за счет самых дешевых макарон и купить все 13 продуктов. Рисовый пирожок, макароны из муки высшего сорта, морковь, лук, картофель, консервированный тунец в своем соку, яблоко, фарш домашний, банан, апельсин, томат, творог рикотта, десяток яиц. Всего мы потратили 4 евро и 10 центов, купив еды примерно на 4400 килокалорий. Хочется добавить, что взвешивая выпечку на развес, мы заметили, что стоимость бумажного пакета добавляется к цене выпечки. И чем булка дороже, тем больше вы платите за пакет. Если вам дорог каждый цент, протирайте весы и взвешивайте выпечку без бумажного пакета. Итак, мы обошли 7 торговых сетей и постарались закупиться одинаковым продуктовым набором, предполагающим здоровое питание. Мы не гнушались разного рода скидками и полками с просроченными, но еще пригодными продуктами. Эксперимент показал, что взрослый человек вполне может прожить на эти деньги. Так если это по силам обычному человеку, почему это не по силам обычному президенту?